Среди множества работ, представленных на выставке членов Российской академии художеств, скульптуры народного художника Абхазии, лауреата премии Дмитрия Гулия, председателя Национального союза художников Виталия Джения. В главном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка академиков Российской академии художеств. И там принял участие председатель Союза художников, скульптор Виталий Джения, который является почетным академиком. И тоже очень интересная была экспозиция, которая представила и разные школы, разных художников, разные жанры. В рамках проекта состоялась международная научно-практическая конференция «Изобразительное искусство молодых профессионалов. Большой Кавказ и Юг России». Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия выступила с исследованием, посвященным вкладу русских художников в становление и развитие изобразительного искусства Абхазии. Главная тема, с которой в этом году, так скажем, была представлена, это Абхазия и профессиональные институты изобразительного искусства, которые создавались в 30-е, 40-е годы. Как они повлияли на дальнейшее формирование творческого пространства. Это время такого культурного ренессанса, когда сюда приезжали известные художники, режиссеры, писатели, и Сухум действительно был такой очень яркой культурной столицей Причерноморья. Третья международная конкурсная выставка произведений молодых профессиональных художников «Кавказ. Притяжение будущего» прошла в столице Кабардино-Балкарии Нальчике и собрала вместе художников из Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Крыма, Чеченской Республики, Южной Осетии и многих других российских регионов. В конкурсной выставке молодых художников до 35 лет Абхазию представляли две талантливые девушки – Диана Нормания и Идаэт Атрушба. Их работы были выставлены в Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств имени Ткаченко. Работы, представленные молодыми художниками, это было живописное полотно у Идаэта Атрушба и керамика, декоративно-прикладное искусство, которое представила Диана Нормания. Эти работы вызвали интерес, и, на мой взгляд, это очень важно, потому что иметь качественного зрителя, а в эти дни в Кабардино-Балкарию приехал большой пул специалистов, искусствоведы, кураторы, теоретики искусства. То есть это возможность показать такой большой профессиональной аудитории свое творчество. Идаэт Атрушба – выпускница факультета искусств Абхазского госуниверситета. Завершив обучение, она осталась работать на родном факультете и теперь обучает юных художников на кафедре изобразительного искусства. На выставке была представлена ее работа, вдохновленная национальной ретро-открыткой. Мне подарили открытку нашу, старенькие такие СССРовские открыточки. Там была фотография наших хора «Абхазские долгожители», и меня это вдохновило написать работу в своей интерпретации. И она и попала на выставку. Как смотрели на мою работу, как обсуждали. Вообще очень было приятно с ними общаться, находиться и наблюдать за всем окружающим. Я очень благодарна Союзу художников, что дали мне такую возможность, потому что я увидела новые работы своего возраста, как сказать. Очень понравилось, как они работают, как они видят вообще сам Кавказ. «Кавказ. Притяжение будущего» – значимый культурный просветительский проект, в рамках которого прошли открытые лекции, семинары и выставки. Участие в арт-мероприятиях за рубежом очень важно для развития креативной индустрии страны. Особенно, как отметила Идаэт Атрушба, подобный опыт помогает молодым художникам. Очень много впечатлений от самого города тоже, и от самой выставки, от выставки старших наших. Там параллельно с нами открылась выставка старших преподавателей. Это был большой опыт посмотреть, как они работают, увидеть тоже что-то новое, где-то есть наши мотивы, где-то есть что-то новое, это объединить. Это все было очень интересно. И лекции послушать, как не у нас, а в других, там в Ростове, в Осетии, как они все работают. Было очень интересно.
ты видишь что-то новое, то есть ты можешь посмотреть и попрактиковаться у других художников, можешь с ними поработать, пообщаться, то есть это всегда свежий взгляд на твою работу, и ты начинаешь по-другому работать, то есть пытаешься впитать все, что есть, чтобы не забыть и сразу работать начать. И это стимул очень хороший. Эльвира Арсали отметила, для арт-пространства Абхазии очень важно представлять свои работы на международных площадках, выставках и просветительских проектах. Ведь взаимодействие с авторами, экспертами из других стран позволяет по-настоящему расширить границы созиданий. Рада Чачава, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.